или учителя, абсолютно верно. Смотрите, поднимите руки те, кто являются классными руководителями. Большая часть является классными руководителями. Замечательно. Скажите, пожалуйста, а что такое региональный компонент разговоров о важном? Кто из вас его реализует на этих неурочных занятиях? Это не урок, это неурочное занятие, да? Кто реализует? И что такое региональный компонент? Касается нашего. Та информация, которая нам касается нашего. Хорошо, давайте, например, возьмем какую-то тему, которая была в 2022-2023 году в проекте «Разговор о важном» и подберем это прямо сейчас быстренько региональный компонент. Делиться, пригласить маму, известных, чтобы они рассказали, поделились вообще, что такое отцовство. У нас, допустим, приходил священник, рассказывал вообще о том, что такое быть отцом с точки зрения веры. Хорошо, молодцы. Еще. День театра, рассказать, или сходить лучше в театр, прямо да, или сами. Хорошо. Еще. Хорошо. А, например, день науки. Которые увлекаются наукой, да, много лет, которые увлечены этим делом, можно пригласить, чтобы они захотели начинать. Абсолютно верно. Очень радует, что вы знаете, что такое региональный компонент. Использовали ли вы в рамках данного проекта на своих занятиях региональный компонент? Все. Хорошо, замечательно. Значит, перед вами текст. Первое задание. Подумайте, пожалуйста, в какой теме разговоров о важном можно использовать данный материал. Он у вас у всех разный, из разных муниципальных районов Республики Коми. Подумайте, пожалуйста, в какой теме подходит? Сейчас, подождите, сейчас мы все дружно подготовимся, и тему вы можете записать на другой стороне. Вы можете? Подумайте, в каком. Пусть это даже не было еще этой темы, а вы подумайте, какую тему можно придумать, чтобы можно напишите, пожалуйста. Нет, вы можете подумать и о новых темах, потому что вы знаете, что разговоры о важном будут продолжены, поэтому такая тема, которую вы придумаете, она может быть тоже появится в новых темах разговоров о важном.
Еще минуточка, коллеги. Так, ну что, уважаемые коллеги, я думаю, что у вас было немножечко времени подумать, с кого начнем, с какой команды, кто готов, пожалуйста. Ой. Мы на вас не любим, ребята. Значит, вы все прекрасно знаете, что каждый день чему-то посвящен, да, там есть день шапки, день бабки, а у нас получается заказник, да, белая кедра, заказник, белая кедра. На белой кедре я лично была, жила в Киеве 5 лет, там работала. Мы назвали первый день охраны окружающей среды. И он, отмечается 30 апреля. Потом мы назвали День музеев. Он тоже отмечается 18 мая, то есть каждый день чему посвящен. День заповедников национального парка. Это 11 января, вы записываете? И назвали без дня просто география век Россия. Хорошо, замечательно. Из тех тем, которые были уже, можно ли еще какой-то приурочить вот именно данный текст? Из тех, что были уже наши разговоры о важном? Но вот из этих тем, которые мы перечислили, по-моему, только был День музеев был, и был только все. День окружающей среды, честно, я не помню. Было и нет, День музеев было 100%, потому что даже если, например, я подала в понедельник, а подала позже, она же не приносилась на понедельник. О чем пишется в тексте? Вот вкратце расскажите коллегам, может быть, кто-то нету, расскажите, о чем в тексте говорится? Речь идет о комплексном заказнике «Белая кедра», который занимает по площади большую часть Иркутского района. В этом заповеднике растут редкие виды деревьев и редкие виды растений и водят вымирающие виды животных, которые занесены в Красную книгу России и Красную книгу Республики Коми. И по этому заповеднику протекает река Кедва, которая является левым притоком Вижмы. И на этой территории, на территории заповедника, часто проводятся всевозможные сплавы туристические, хотя, в принципе, туда туристический проход ограничен, нужно давать заявку заблаговременно, но если вы туда попали, то можно совершить спуск по реке. И зимой, и летом также проводится охота и рыбалка. Хорошо, замечательно. Уважаемые коллеги, может быть, вы еще хотите добавить, в каких темах разговоров о важном можно использовать данный текст? О заказнике Кедра. Школьный туризм, конечно же, да. Еще. На урок географии. До этого еще дойдем. Охраняемые объекты. Хорошо. То есть пока вы еще не использовали никогда именно данную информацию. Есть здесь педагоги, которые живут рядом с этой местностью? То есть, Я могу вам, получается, у нас от Ухты 130 километров до Кедвы. Я лично там жила 5 лет с 2015 по 2018 год, работала в школе численностью 40 человек. Там на тот момент, когда я жила, не было ни сотовой связи, ни интернета, добирались мы на вертолете. Полчаса лететь. Там реально классно для ощущения души, отдохнуть. И я вот сейчас ездила на 2 дня, буквально экзамены были у детей, и лед был каждый день. Там очень классно. Я даже научилась кровать. вот, спасибо за такую хорошую рекламу. Уже захотелось нам побывать. Спасибо. Ну давайте посмотрим, кто следующий. Слушаем. Итак, у нас было 2 текста. Первый текст «Водонапорная башня. Исторический символ Инты». И мы придумали тему разговора о важном день
Значит, исторические символы Республики Коми. Каждый город может рассказать о своих исторических символах. Второй текст у нас о памятном знаке «Женщинам ГУЛАГа», и мы выбрали тему «День памяти жертв лагерей». Так как у нас есть День памяти жертв Холокоста, День памяти жертв геноцида, и можно еще добавить День памяти жертв лагерей. Хорошо. Так, следующая группа, пожалуйста. У вас какой текст? У нас текст о Степане Керенском, о том, как он срубил древний зрянский идол, да, проклятую березу, и на этом месте... Где она находится, напомните, коллегам, где вот прокудливая береза? В селе Усть-Вы. Усть-Вы, Да, в селе Усть-Вы. И то, что здесь как раз-таки, да, мы говорим о деятельности, да, о том, что здесь, да, образовалось старейшее поселение в Коме, во-первых. Во-вторых, здесь сказано, что Усть-Вы стало укрепленным городком, да. Первая школа в Коми крае, да, была открыта, в которой готовили священнические кадры. Затем освоение территории, прежде всего. Ну вот к каким темам тогда вы отнесете данный текст? Данный текст можно отнести к теме «Наша страна Россия». Рассказать, да, о освоении земли, о культуре, о становлении культуры, о становлении, прежде всего, образования в крае. Да, о деятельности, можно сказать, еще между делом еще о славянской письменности и культуре. Да, сюда уже отнести можно. Хорошо, спасибо. Так, ну и следующая, последняя группа. У нас было два текста. Первый из них посвящен памятнику Ивану Муратову, Ивану Алексеевичу Муратову, второй памятник Алексею Манчуру. Оба они располагаются в городе Сыктывкар. И у нас несколько тем возникло. Первое, мы отнесли конкретно к памятнику Муратова. Это день родного языка, родной литературы. То есть Муратов — это первый и, наверное, самый известный коми-поэт. Рассказать о нем. Также объединены два этих текста общей темы, они посвящены памятникам, и здесь можно рассказать тему, связать с достопримечательностями своего населенного пункта, может быть, провести какую-то виртуальную экскурсию по своему населенному пункту, ну, в частности, здесь по Сыктывкару. Также профориентационную работу провести, так как здесь представлены две профессии. Одна, скажем так, такая творческая, обе они созидательные, но одна творческая, поэт, а вторая литератор. И без того и без другого, то есть показать этим, что неважно, какую профессию ты выбираешь, главное, что обе, все они важны, все интересны, и показать на примере, что и от электромонтера у нас много что зависит, и поэты также продвигают. Вы знаете, где находится этот памятник? Памятник на пересечении Орджоникидзе интернациональной. Рядышком с Крымом, в уголочке электросети, где находится, вот прямо перед этим, очень многие не знают, потому что он в таком немножко невидимом месте, поэтому теперь, пожалуйста, знайте, обязательно посетите этот замечательный памятник. Ну, соответственно, памятник Муратову перед театром оперы и балета. Ну, я думаю, что это всем известно. Хорошо, спасибо. Теперь бы мне хотелось, чтобы вы разделились по своим предметам. Есть математики? Так, есть языковед. Вот сколько математик? Физика, математика, физика, математика. Так, хорошо. Значит, вы садитесь вот сюда, втроем. Языковеды, вообще русский язык, язык. Садитесь, ну вот оставайтесь вот здесь, вот извините, здесь. Биологи, географы, остаетесь здесь. Учителя начальных классов. Да. И кто еще у нас есть? Воспитатели. Садитесь сюда. А давайте учителя физкультуры, человек. Вот вы оставайтесь там. Что? У нас специально надо. А учителю больше? Нет,
Вы работаете всем тем, кто у вас на руках. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, сюда, потом прочитайте. Значит, вот буквально чуть-чуть затронем тему воспитывающего урока. Что для вас есть воспитывающий урок? Из чего вообще он выстраиваете работу, чтобы вот именно каждый ваш урок обязательно был воспитывающим? Так. Так, ну это вот все, а как вы это делаете? Я понимаю, что вот, да, вот мы задачи поставили, вот такие проблемы, как вы это делаете? Вот скажите, пожалуйста, с чего вы начинаете свой урок? Хорошо. Еще раз. Вот абсолютно верно, с приветствия. Вот скажите, пожалуйста, как вы приветствуете своих учеников? Потому что я могу показать разных учителей. Я в неформальном смотрю, я всем привет. То есть я не говорю здравствуйте, ребята. Так, хорошо. При этом вы улыбаетесь или говорите замечательно, это очень радует. Потому что, уважаемые коллеги, первое правило, да, учителя, это все свои проблемы надо забыть там. Все свои, так скажем, что... Делать, да? Эти все проблемы оставлять за школу. Да, Обязательно. я согласна. Бывают такие моменты, я тоже это Не бывает таких, а не бывает, потому что я нужно уже оставить. этого делать, да, иногда. Это учитель. Дети очень это чувствуют и видят. Да. Когда ты говоришь там, привет, садимся, что случилось? То есть их сразу вот это вот, ну, Я имею в виду не перепустить с самого начала, Я согласна. с начала урока какую-то злость, да? Вы должны понимать, что каждый ребенок, он приходит в школу для того, чтобы учиться, чтобы ему было интересно учиться, а не мучиться, да? Как некоторые говорят, школа – это мучение. Я прихожу, меня постоянно ругают, мне неинтересно. Слышим мы такое? Конечно же, слышим. Поэтому первое, что вы должны запомнить, это, когда мы заходим в класс, это приветствие. Не злюка зашла, да, и, ну, всякое приходилось видеть, обязательно в хорошем, добром расположении духа. Следующее, что у вас должно быть в классе, это, вот вы зашли, вы обратили внимание на что? Порядок, да, в первую очередь порядок в классе. Конечно, может быть, у кого-то с первого раза не получится, да, вот вы увидели, что в классе, в принципе, бардак и непорядок. Вы должны, пусть один раз, второй раз, третий раз приучить и себя, и ребят, чтобы в классе был порядок. В следующий раз, во второй, третий, четвертый, они уже будут знать, что вот, например, Кальна Александровна, вы должны прийти, и у нее в классе должен быть порядок. То есть никаких разбросанных вещей, это тоже воспитание. Понимаете, да? Вот из всяких вот таких маленьких значит, тонкостей складывается воспитывающий урок. Скажите, пожалуйста, вот, например, ваши дети пришли к вам на урок русского языка после урока физкультуры. Вы сами понимаете, если мы с вами сейчас побегаем и сюда вернемся, мы будем, кто-то будет очень взбудоражен, кому-то захочется спать, и это будет очень чувствоваться. Что же делать здесь? Кто использует какие методы? Как? Как? Поболтали еще, чтобы они поговорили с уроком, по сигналу они должны прийти в любой разговор и уже включать звук. Ну хорошо, можно так попробовать. Еще поделюсь такой маленькой, наверное, игрой, которая очень нравится ребятам. Это игра «Счастливчик». Играл кто-то с детьми в такую игру? Вот если вы знаете, это касается именно тех уроков, где они устают, где они взбудоражены и к вам прибегают. Счастливчик, то есть
на такой урок каждый раз, если вы знаете, что у вас именно после физкультуры вечер, вот этот урок, вы выбираете счастливчика. Это ребенок, это ученик, у которого есть право согласиться с вашей оценкой или сказать: нет, я сегодня имею право, значит, чтобы вы мне не поставили на уроке данную оценку. Он имеет право не выполнить домашние задания именно в этот день. То есть вы говорите: вот ты счастливчик. Вот такие некоторые льготы, и каждый раз, когда они будут прибегать, они будут смотреть вам в глаза и думать, кто же сейчас будет счастливчиком. И очень действенно, вы просто попробуйте. Далее, почти у каждого учителя есть ученик-всезнайка, который спорит со всем, что вы говорите. То есть вы свое доказываете, научно обоснованное, а он говорит: нет, я не согласен, я читал, вот есть, значит, есть такая роль, тоже не очень красиво, как она называется, адвокат дьявола. Ну, можно назвать, значит, можно как-то назвать, конечно, по-другому. Вы данному ученику каждый раз, ну, хватит, я думаю, 5-6 раз, потом уже не захочет он просто с вами спорить. На следующий урок, вот вы готовите определенную тему. Он должен подготовить на 2-3 минуты, больше не надо, противоречие тому, что вы будете говорить. Он делает домашнее задание, еще вы даете ему это домашнее задание, через 5-6 раз, а кто-то и поменьше, ему не захочется быть адвокатом дьявола. Вы знаете, вот давайте не будете спорить с человеком, у которого стаж большой работы. Смотря как вы преподнесете, это тоже хитринка, которая закрепилась среди учителей, которые работают много лет. Поэтому вы просто прислушайтесь, смотря как это. Если, конечно, вот так сейчас закрыться, да, и не раскрываться, это другое, а вы просто попробуйте. В общем, из маленьких таких моментов складывается воспитывающий роль. Конечно же, вот сейчас мы говорили о региональном компоненте. Значит, все, что мы видим даже сейчас за окном, где мы находимся, да, это все региональный компонент. То же самое у вас. У вас замечательные населенные пункты. У вас замечательная история ваших населенных пунктов. Есть очень интересные, известные люди, которые сделали много для той местности, в которой вы проживаете, и так далее. Все это тоже можно использовать на своем уроке. Но для этого нужно разработать задание. Вот сейчас перед вами тексты. Посмотрите, пожалуйста, прочитайте их еще раз и подумайте, вот, в какой теме, какое задание, вот языковедом попроще, это текст, да, по тексту можно поработать хорошо. Есть цифры, да, есть какие-то факты о каких-то людях. Вот как бы вы их могли использовать на своем уроке, вот именно по тем текстам, которые сейчас перед вами? Ну или в этой школе. Если это храм, он из каких-то фигур построен, площадь. Исторические даты связать с прыжками в длину, это материально. Географическое расположение, система координат.
Ага, так. Вы у нас учителя математики. Давайте послушаем, что у нас получилось на математику. Можете Так. Слушаем, коллеги. Уважаемые коллеги, минуточку внимания. Математики у нас рассказывают. Слушаем. Поближе. И, значит, в тексте даны даты его года жизни, биография, про него рассказано, да, очень много цифр. Ну и в математике можно было, конечно же, дать задание, например, вычислить, сколько ему было лет, когда он стал главным инженером, например. Сколько ему было лет, например, когда стал управляющим ТЭС, вот такие какие-то задания. Для начала можно было бы закодировать каким-нибудь математическим языком, какие-то ребусы или какие-нибудь арифметические действия дать на фамилию. Дети любят такие задания. Раскодировать сначала фамилию, рассказать про него немного и вот уже дать именно вычисление, сколько ему было лет, да. Хорошо, замечательно. Очень интересные у вас получились задания. Так, следующая группа, археологи, да, вы готовы или вы еще работаете? Так, давайте. Пожалуйста, Светлана. Итак, мы выбрали очень такой эмоционально тяжелый текст. Значит, Вы памятник. можете тоже сюда выйти, чтобы вот коллегам не стоять рядом, потому что как-то не очень хорошо. Итак, значит, группа учителей русского языка и литературы и учителей английского языка. Мы выбрали очень эмоционально тяжелый текст «Памятный знак «Женщина блага». И мы здесь подобрали несколько заданий из читательской грамотности, то есть если мы говорим до текста на работе, мы можем показать фотографию, кто-то, если видит памятника, и спросить у детей, знают ли они, что это за памятник, и потом мы уже знакомимся с текстом. После этого мы можем взять задание из устного собеседования 9 класса, мы можем взять цитату, например, и разобрать ее, откуда она взята, о чем эта цитата. Дальше можно пересказать этот текст, это тоже есть задание устного собеседования в 9 классе. Здесь есть имена тех людей, чья идея была в создании этого памятника, имя мамы, в честь которой был поставлен этот памятник. То есть мы тоже можем дать дополнительное задание значит, узнать биографию этих людей, историю и поговорить с детьми о том, о семейных ценностях, о том, что мама сделала для своего сына, почему она попала в такие условия и чем это все закончилось. Хорошо, спасибо. Следующая группа, пожалуйста, выходите сюда. Кто следующий, пожалуйста, Зоя, пожалуйста. Значит, мы команда учителей физкультуры, инструктор физкультуры и педагог-организатор, правильно? До образования, простите, пожалуйста. Значит, у нас тема памятный знак комендору, да? Варяга, а Н. Трофимова. Не знаю, как его зовут. Нет, я читала. Да, вот. Значит, как мы можем это вести в физкультуре? Например, мы можем сделать, опять же, это не наказание, это сделать игру по станциям. Каждой команде дать, например, пазл, как составить памятник. Есть, дают 2 минуты. Если команда не справилась, да, допустим, давайте класс 25-30 человек, по 7, по 8 человек в команде, да, 5, 6. Если команда не справилась, мы даем им спортивное задание, сделают все 10 прыжков. Кто не сделал, просто там стоят, смотрят, да. Это не наказание, нужно просто уметь совмещать умственное знание и физическое развитие.
И то же самое, как финансовую грамотность, да, внедряют в каждый урок, да, я проводила, и как бы, и то же самое, например, из текста сделать притчу, да, и тоже должны собрать по, как должна она состоять, например. Вот. Итак, 5 станций, 5 команд должны за каждое невыполненное вовремя задание или неправильно не наказываются. Не наказываются, даются активно, не наказываются. Дается, да, Виктор Патькович меня спутал, в смысле, когда. И он еще тоже предложил одну идею, что можно делать соревнования. То есть какого-то соревнования, а потом эту же награду посвятить вот этому Трофимову за то, что вот я вот победил, наша команда победила, и я вот свою победу отдаю вот ему. Замечательно. Вот это Виктор молодец. Молодец. Да. Очень интересно. Дальше. Следующая команда. Дошкольники. Владимир Тимин. Тот его годы рождения, что он жил и родился в селе Пашка, закончил в 1954 году железнодорожный речным техником, назначен вторым помощником механика на пароход Волсхой, и в итоге служил в армии, потом в итоге стал писателем, когда служил на пароходе, начал писать, в итоге стал писателем, стал членом Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры Республики Коми, стал первую премию за поэтический сборник Мичайома, автор первым поэтом финно-угоров и так далее. Очень много всего. В итоге мы решили, это школьное образование, мы решили, что у нас будет образовательная деятельность посвящена писателям Республики Коми, именно, например, Владимиру Тимину, из этого сборника прочитать какое-то произведение, да, вот из сборника Мичайома, поговорить о нем, показать его, презентовать, да, небольшую презентацию. Очень много, не надо говорить, потому что дети маленькие, информацию не усвоят. Но можно, например, поговорить о нем, потом через месяц можно поговорить, что он в итоге стал присуждена государственная премия Республики Коми. И вот так вот немножко это больше информации. Да, больше информации бывает. Но не именно там в один день, не в одно занятие. Понятно. Спасибо большое. И еще у нас осталась одна команда. Это у нас биологи, географы и историки. Текст у нас посвящен Степану Пермскому и селу Устюй. Очень такой текст интересный, разнообразный, много заданий сюда можно придумать. Но начну с истории. Здесь есть, конечно, даты. И можно на оригинальном компоненте проверить еще и знания по истории России. Если у нас Коми край крестился в 14 веке, то дети задают вопрос, в каком же году Русь приняла христианство. Ну и еще один вопрос, например, как повлияла христианизация на дальнейшее развитие Коми. Если брать географию, то здесь можно очень разнообразные задания предложить. И речь идет еще про путешественника, академика Ивана Юркина, например, проследить на карте его путь, что дети начертили, изобразили. Вообще показывать на карте, где находятся вот эти вот места. Полезные ископаемые, какие здесь могут быть еще. Замечательно. Вы очень хорошо справились со всеми заданиями. А теперь скажите, пожалуйста, как часто вы используете то, что есть за нашим окном на своих уроках? Вот именно как предметник. Либо вы достаточно того, что написано в учебниках? Нет, учебники там вообще там мало что написано. Да. В общем, вы обращаетесь к текстам или редко? Именно «Малая Родина», текст о Малой Родине. Ну, наверное, вообще редко, да? Смотрите, пользуйтесь моментом, потому что наши дети должны знать историю своей малой родины, своей большой страны России. Но о России мы много говорим, а вот как раз нет заданий, да, в рамках наших уроков, которые касаются малой родины. А у вас такой информации очень много. Поэтому я даже вам предлагаю, чтобы вы в своих школах сделали такой фестиваль разработок таких заданий, и потом фестиваль открытых уроков. Друг у друга с учителями посмотреть, что у вас получилось, а потом
будет уже готовая методичка такая с такими вот заданиями. И, в принципе, несложно будет реализовывать воспитательные компоненты. И при этом, как вы понимаете, каждый из вас становится интересным для ученика. Вы знаете, что сейчас современный мир, очень многие ученики, к сожалению, бывают даже умнее учителей. Они более начитанные. Это дети Z, которые быстро находят информацию в любых информационных источниках, очень быстро могут найти ответ на любые вопросы. Чтобы быть интересным для такого ученика, вы должны быть сами примером. Примером чего? Вот сейчас вот следующий вопрос. Каким примером вы должны быть для своих учеников? Какой учитель считается интеллигентом в своей школе, в своем населенном пункте? Какой? Какой? Хорошо, разумный. Это значит умный, да? А что значит современный? Хорошо. А что значит воспитанный учитель? Громче. Сдержанный. Культура общения и поведения, что очень важно. Еще. Не люблю это слово. Человек, который любит других людей, не будем больше говорить, но уважает, да, воспринимает актуальный, вот тоже это очень важно. Если мы требуем, чтобы дети не опаздывали, значит мы тоже не должны опаздывать. Такое тоже делаю на своем веку, когда большая перемена, дети уже в классе, звонок просидел, учителя все еще пьют чай. Дети это все видят, они все понимают, что вы умышленно не идете на урок, потому что вы пьете чай. Они промолчат, они ничего не скажут, но они освоят то, что нужно так делать. Если будет секундомер, 15 минут и выйдут. А это еще следующий момент, вы можете попасть в неприятную ситуацию. То есть вы сейчас сами назвали, да, каким должен быть учитель. Поэтому задумайтесь, такой ли вы учитель, да? И если еще пока нет, то я надеюсь, что все вы именно такие, какими вы представляете учителя и какой он должен быть. Но совершенствоваться всегда нужно. Поэтому удачи вам, да, и будьте всегда для своих учеников интересными. Это очень важно на сегодняшний день. Ну что же, а теперь я приглашаю сюда. У нас есть замечательная гостья. Главное, чтобы я опять не ошиблась, да, прошу прощения, Илаха. Кириллова Илаха Ильхан Кудзы, это председатель региональной общественной организации, общероссийской общественной организации Российский союз молодежи. Здравствуйте, коллеги, приветствую каждого. Я вот расстроилась, что программа заказывается длинной, у нас и так было мало времени для общения, 30 минут, а сейчас